Начинает еженедельное совещание с итогов выборов президента Российской Федерации. Председатель избиркома республики отмечает высокую явку избирателей. Более 87% жителей республики приняли участие в выборах. Голосовали за 4 кандидатов. За действующего президента России самовыдвиженца Владимира Путина. Победителя по итогам выборов отдали 89% голосов. Мы смогли вместе провести эти выборы на соответствующем уровне. Уровень подготовки, он оценивается не только и не столько по процентам явки или процентам за кандидатов, а тем, какие мы условия создали для реализации конституционных прав граждан, для того, чтобы они могли реализовать это право. И в этом смысле нам удалось сделать все необходимое. Я без тени лукавства могу сказать, что все сработали на высоком уровне. Владимир Сластенин отметил, что за высокой организацией проведения президентских выборов стоит совместная работа. Участковые избирательные комиссии, наблюдатели, а также волонтеров и СМИ. Однако в эти дни были и другие проблемы, которые также интересовали жителей. Почему-то всех городов прислали мне просьбу лично взять на личный контроль. И такой список передали, сколько обращений граждан в каждом городе на плохую уборку мусора. Я вот сейчас, юрслужба, мы с этой экосистемой что-то боремся или как? Ну, мы сейчас, то есть, в апелляции, они подали на суд, ну, то есть, апелляция, когда они выиграли свои стороны, сейчас после судебных тяжких мы назначим нового регулярного и начнем работу. Надо, знаете, как-то вы, может быть, или интервью дайте, или что-то, чтобы люди-то понимали, что мы занимаемся этим, что вот и главы занимаются, и мы стремимся. Но, видимо, раз люди жалуются, значит, что у нас там недостаток есть. Следующий вопрос – отбор граждан на военную службу по контракту. Работу по отбору на военную службу по контракту. Задание, установленное для республики, не изменилось, остается 600 человек, в том числе 18 офицеров. На сегодняшний день отобрано и призвано 111 человек, что составляет 18,5%. И один офицер 5,5% от плана ТДО. Задание на март составляло 121 человек. Динамика у нас отрицательная, отобрано и призвано всего 24, что составляет 19,8%. Значит, справочно в январе мы выполнили задание на 63%. Обсудили на совещании тему рейтингового голосования, которое проводилось в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и проходило в течение 3 дней с 15 по 17 марта. Для этого в Ингушетии были открыты 142 пункта. Зарегистрировано на сайте добро.ру 462 волонтера. С 15 по 17 марта 2024 года в ходе выборов президента Российской Федерации волонтеров было собрано 19 047 голосов. Столь малое количество голосов было набрано в связи с отбором работы приложений волонтеров, которые наблюдало в течение 1,5 суток. Так, на 18.03.24 уже в республике собрано 21 279 голосов. Республика планирует до 30 апреля 100% достижения показателя как в предыдущих годах. Еще один важный вопрос в повестке еженедельного совещания – заключение государственных контрактов по объемам и мероприятиям национальных проектов. В Ингушетии активными темпами идет их реализация. Об этом рассказал заместитель начальника управления по организации проектной деятельности. По министерству у нас подписаны контракты. Это Минстрой в Ингушетии подписал контракты на 1 миллиард 718 миллионов 77%. Минтруд подписал 55 миллионов 405 тысяч, 100%. Минавтодор 1 миллиард 45 миллионов рублей. На совещании также рассмотрели вопросы по актуальным направлениям, задачам за неделю. И не только. В завершение наградили отличившихся в организации и проведении различных мероприятий регионального и всероссийского масштабов. Хава Гагиева, Султан Булгучев, МАГАЗ 24.